На вопрос, почему происходят частые отключения электроэнергии в некоторых населенных пунктах, специалисты Россети Северный Кавказ Ингушэнерго отвечают, проводятся плановые работы, которые и так приходилось откладывать по ряду причин. Месяц в разы отключать нельзя. Никакие работы, как плановые, так и по инвестиционной программе мы не можем проводить. Значит, дальше у нас идут единый государственный экзамен. Никакие работы, никакие плановые отключения нельзя производить. Потом наступает жара, опять мы сталкиваемся с такой проблемой, что мы не можем проводить никакие работы из-за того, что люди страдают от нехватки воды. То есть все это вкупе взаимосвязано. Бывают и случаи, не зависящие от энергетиков. Сказываются погодные условия, как, например, бушующий ветер. Несмотря на это, все бригады работают круглосуточно, держа ситуацию на контроле. Так или иначе, за последние 5 лет потребление электричества летом значительно выросло. Несмотря на то, что раньше нагрузка чувствовалась только зимой. В зимний период времени мы как-то смотрим на потребление электрической энергии, значит, не опасаясь, что будет перегреваться оборудование, значит, будет плавиться оборудование, то в летний период времени мы должны мониторить как пожароопасный период, также и колоссальные нагрузки на сети и электротехническое оборудование, это силовые трансформаторы. Отключать свет приходится и во время работ по реконструкции электрических сетей, то есть речь идет в том числе о замене электропроводов на современные изолированные. Однако, когда энергетики говорят, что очередное отключение произошло из-за ветхости и изношенности сетей, люди не понимают, почему их не ремонтируют. Ответ прост. Помимо Россети Северный Кавказ Ингушэнерго в регионе есть и другие собственники электросетевого хозяйства. Электросетевое хозяйство Ингушэнерго, она планово по очередности выпадения того или ремонта выполняется в срок, то ремонты на этих объектах иных собственников, они не выполняются никакие. То есть большинство отключений, которые происходят на территории республики, оно связано с электросетевым хозяйством, находящимся на балансе у иных собственников. Но при любом отключении сотрудниками филиала данное аварийное отключение устраняется в кратчайшие сжатые сроки. Мы не смотрим наше, не наше. Для нас важнее бесперебойная подача электрической энергии нашим потребителям. Жалуются жители и на качество электрической энергии и слабое напряжение. Все дело в том, что некоторые трансформаторы перегружены из-за того, что многие жители подключаются к сетям кустарным способом, а потому все начинает выходить из строя. Любое присоединение к существующей сети, если не хватает мощности, надо закладывать реконструкцию. Это увеличение сечения провода, это увеличение трансформаторной мощности. Это масштабная реконструкция силовой подстанции. Это пропускная способность высоковольтных линий 110-35 кВт. То есть это цикл непрерывный и последовательный. Но эти люди начинают самовольно присоединяться, при отключении начинают жаловаться. Энергетики просят с пониманием относиться к отключениям, ведь если своевременно не выполнять плановые работы по ремонту, оборудование может выйти из строя. Зелимхан Калоев, Акрамат Дасхоев, Новости 24.